Приветствую, друзья! Приглашаю вас со мной на однодневное путешествие в город Джаркент. Это один из самых интересных, удивительных и нераскрученных туристических городов. Это место еще не самое популярное, но он достоин обязательного посещения. Мы отправились в путь сразу после встречи Нового года в январе 2024 года. Дорога занимает чуть больше 3 часов из Алматы до города Жаркента. Где находится Жаркент? Он находится на границе с Китайской Народной Республикой, и всего через 20 километров от Жаркента ты оказываешься в Китае. И сейчас это один из самых таких популярных путей добраться до Китая. Дорога идеальная, прекрасная, прям очень живописная. Мы проезжали и пустыни, и барханы, и степь. Город сам такой маленький, уютный. Здесь проживают в основном казахи и уйгуры. Здесь, в Жаркенте, есть несколько достопримечательностей, которые нас привлекли. В Жаркенте мне именно хотелось попробовать уйгурскую кухню, чтобы это были настоящие уйгурские блюда, и мы нашли совершенно случайно в Двагисе почти что первое попавшееся заведение, и не ошиблись. Она немножко такая похожая на китайскую кухню, но что-то вроде на казахскую, но очень вкусная и довольно такая сытная, и такие большие порции. Мы очень довольны были нашим обедом. После плотного вкусного обеда мы направились в нашу цель. Нашим обязательным пунктом было посещение Жаркентской мечети в китайском стиле. Да, вы не расслышали. Мечеть в китайском стиле. Это уникальное место. В мире всего 3 таких мечетей, выполненных в китайском стиле. 2 из них построены одним архитектором, которого звали Хон Пике. Это Жаркентская мечеть. И еще в Китае есть одна мечеть вот в таком китайском стиле. Строительство мечети началось в 1892 году и продолжалось в течение около 7 лет. Самым главным меценатом и человеком, который внес первый взнос, стал уйгурский купец Ахон Юлдашев. Также мечеть была построена на пожертвованиях. Но и это не самое главное. В участии в мечети участвовали десятки разных национальностей, народов, и каждая народность оставила и внесла свой вклад в украшение этой мечети. На самом деле нам очень повезло. 4 января мы были совершенно одни. Мы пригласили гида, работника музея. Мечеть уже давно не функционирует как мечеть, это уже музей. И рассказали нам историю. Если вы собираетесь в Жаркент, обязательно посетите это место. Это просто какое-то космическое, магическое, очень красивое место. Полностью построено из дерева, без гвоздя. Сохранены оригинальные украшения, рисунки и краска. Сама вот Жаркентская мечеть мне очень напомнила буддийский храм. Скорее даже конкретный храм — это Йонхогун, который находится в Пекине. Внутри вроде как мечеть, но она так построена тоже по принципу квадрата. Здесь есть место, где погулять, где посмотреть. И сам фасад, он просто неповторимый. Каждый рисунок, он разный. И каждый представитель своего народа оставил свой вклад, свои рисунки, какие-то знаки. Они не повторяются. В мечети, точнее в музее, ныне
Иране в советское время и так далее происходили съемки разных фильмов и до сих пор является очень таким популярным местом для кинематографа. Зданию мечети действительно очень повезло. Она осталась в полной сохранности в какой-то мере, несмотря на то, что она использовалась и как кинотеатр, как и склад, и даже как конюшня. Но жители смогли ее восстановить, и теперь каждый может приехать сюда и насладиться, увидев воочию своими глазами эту уникальную а, архитектурную мечеть. Это действительно произведение искусства, и здесь потрясающе. Конечно же, в эту поездку мы поехали всей семьей, и наши дети, тоддеры и взрослый подросток были очень довольны, потрясены увиденным. Это действительно очень красивое место и заслуживает отдельное упоминание вот именно атмосфера. А, И какой вид можно увидеть из усадьбы мечети. Там сразу видны горы и теплый такой солнечный свет. Он придает этому месту, как будто время остановилось, застыло. Гид поделилась тем, что в теплое время года и с упрощением именно посещения Китая и Казахстана на границе очень много приезжает туристов из самого Китая, чтобы увидеть воочию эту красоту. С другой стороны, информация об этом месте мало в интернете. Я совершенно случайно узнала об этом месте и приехала сюда. Но с другой стороны, это как-то место оберегается, и это тоже правильно. Но я считаю, что нужно это место обязательно посетить во время поездки в Казахстан. Кроме Жаркентской мечети, туристы могут посетить тоже одно уникальное место. Это храм Ильи Пророка в Жаркенте. Представляете, православная церковь, тоже построенная в одно время Жаркентской мечетью. Она была построена в 1892 году. Это тоже очень красивое место, полностью из дерева, тоже без единого гвоздя. И как два брата, церковь православная и мечеть, они сейчас стали жемчужинами города. Как и мечеть, церковь построена из тинчанской или, а также кирпичи привезли из Копчегая. Церковь такая небольшая, уютная, и около 100 прихожан до сих пор посещают храм. И удивительно, мы приехали почти в канун Рождества и стали свидетелями волшебного репетиции хора. Вот сейчас послушайте, как это красиво звучит. Здесь нам тоже очень повезло. Мы встретили священника от церкви, и он любезно провел для нас экскурсию, рассказал про историю здания, как ее восстанавливали, с какими сложностями столкнулись и как чуть не потеряли церковь во время советского времени. Это реально было то, что мы смогли посетить два особенных места за один день. И мы отправились обратно в Алматы, увидели чудесный закат в степи, как последние лучики солнца ласкают горы, и попрощались с этим прекрасным городом.